Основополагающим документом, излагающим принципы проведения демократических выборов в государствах-участниках ОБСЕ, членом которого является Кыргызстан, является так называемый Копенгагенский документ, принятый в 1990 году, который предусматривает широкий спектр обязательств для государств-участников ОБСЕ по проведению подлинно демократических выборов в контексте уважения прав человека. Данным документом определяется, что в государствах-участниках ОБСЕ выборы должны быть свободными, справедливыми и прозрачными, и они должны проводиться на принципе верховенства закона на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании, гарантирующего право избирать и быть избранным. Кыргызстан является последовательным в проведении своей внешней политики и, естественно, выступает за добросовестное выполнение принятых обязательств в сфере международного права. При этом надо отметить, что в рамках других региональных организаций, участником которых является Кыргызстан, также приняты документы в области проведения выборов. Например, существует Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках СНГ. Присутствие наблюдателей, как иностранных, так и национальных, может повысить авторитетность избирательного процесса в государствах, в которых проводятся выборы. Присутствие международных наблюдателей позволяет государству узнать о существующих, может быть, каких-то проблемах в области избирательного права, законодательства, процессах избирательного процесса. При этом также же, естественно, наблюдатели отмечают и положительные стороны при проведении избирательного процесса. Поэтому большинство государств приглашает наблюдателей от иностранных государств и соответствующих международных организаций наблюдать за ходом национальных выборов в объеме, допускаемом законом. При этом наблюдатели берут на себя обязательство не вмешиваться в избирательный процесс. Согласно Конституционному закону о выборах президента и депутатов Джордж-Кенеши Кыргызской Республики, международные наблюдатели аккредитуются ЦИКом при наличии приглашения, направленного президентом Джордж-Кенеш и правительством и Центральной избирательной комиссией после официального опубликования решения о назначении выборов. В этой связи приглашение международных наблюдателей для мониторинга избирательного процесса всегда приветствовалось кыргызской стороной для оценки соответствия стандартам демократических выборов. Для наблюдения за выборами депутатов Джордж-Кенеши 4 октября 2020 года ЦИКом уже направлены ряд приглашений ряду международных межправительственных организаций для наблюдения за подготовкой и проведением выборов. В качестве примера могу представить информацию о том, что на выборах президента Кыргызстана в 2017 году приняли участие 725 международных наблюдателей из 47 международных организаций, представляющих 56 стран мира. Прибыли международные наблюдатели от таких организаций, как Исполком СНГ, Шанхайская организация сотрудничества, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Всемирная ассоциация, Европейская и Азиатская ассоциация избирательных органов, Организация Исламской конференции, Совета тюркоязычных стран.